прошлом году в телеэфире «Коми-Гор» генерал госбезопасности Валерий Ракрачек назвал своего подчиненного, подполковника госбезопасности Вениамина Полещикова, кстати, оба теперь в отставке, обидным унизительным словом «жулик». А поводом для оскорбления послужил факт несогласованной огласки некоторых служебных документов в книге, написанной Вениамином Михайловичем и посвященной людям, раздавленным машиной красного террора и сталинских репрессий в нашей республике. «За 7 печатями», так называется эта книга, может быть, вы ее видели в киосках «Союз Печати» или в книжных магазинах. И вот с того дня, несколько месяцев кряду, сыктывкарское правосудие ломало себе голову над вопросом: можно ли считать определение «жулик» оскорблением чести и достоинства известного и уважаемого в республике человека, члена Союза журналистов России. И лишь на днях Сыктывкарский городской народный суд принял решение, пришел к выводу, что можно, что жуликом Вениамин Михайлович Полещиков не является, что неплохо бы принести публичные извинения. Однако у генерала есть возможность опротестовать решение суда, поэтому говорить о торжестве справедливости пока рано. Не всякая сила стоит за правду, но всякая правда заявляет о себе силой. И сила эта, наверное, в чувстве собственного достоинства, в осознании себя личностью, а не безликой и безропотной человека-единицей в многомиллионных рядах тебе подобных. В пресловутом «быть или не быть» и в способности сохранять свежесть чувств. Об этой уникальной способности мы с вами и поразмышляем в течение текущего эфирного часа вместе с авторами нашего канала и их героями. Сегодня в «Хрустальном шаре» жизнерадостная нанайцы и создательница уникального букваря, детская писательница Тамара Ломбина, телережиссер Анатолий Дубовицкий, отмечающий сегодня 20-летие творческой деятельности на Коми-телевидении, и кинопродюсер Владимир Фотиев, размышляющий о превратностях судьбы великого киноискусства на территории нашей республики и о спасении души человеческой. Кроме того, в канале вы встретитесь с постоянными авторами Надеждой Мирошниченко и Татьяной Ружиной. А начнем мы «Хрустальный шар», сегодняшний «Хрустальный шар», с погружения в сюрреальную реальность рубрики «Блики. Философия будней». Пока Дума думает о думности дум своих, в государстве российском и некоторых национальных его образованиях, таких как наша суверенная республика, люди, ощущающие в себе патриотический пыл, не сидят сложа руки, а пытаются активно воздействовать на быстро меняющуюся общественно-политическую ситуацию в республике, в стране, в мире. Каким образом они по устоявшейся традиции пишут письма в разные инстанции: президенту России, главе республики, в Организацию Объединенных Наций, в средства массовой информации. Одно из писем я бы хотел сейчас процитировать. Письмо, связанное с деятельностью коми-правозащитной партии Дорьям Ачнемас, интерес к деятельности которой, пробудившийся интерес, мне кажется, не случайен. Поддипуктана телевидение Савойтер, ми унаищ
Kıvılım, Doryam açnımız yutur yılış, Seççes veçkadlış yas veje raşuş yes, nalan şelamız vişemiyan komi muvasna, komi vойтервасна, мечка шуем киян зевджит атте, петкадунтка телевидение пыр на щорните штундка накат, хуча мог ясная партана олама они. Надеючам мы киян оцеган ми аддищам нака. Телезрительница Крапчива, тут только два инициала, НФ из села Нёбнина, просит нас, еще несколько подписей, рассказать о деятельности правозащитной партии Дорьям Ачнамас, о том, какие проблемы заботят ее лидеров. Что коми народ, что граждане, что население республики, мы все бесправны. Надежда Александровна, простите, а вот за эти 3 года неужели ситуация каким-то образом не изменилась? Потому что то, о чем говорите вы сегодня, вы говорили и вчера, и позавчера. Немножко изменилось чисто в политической свободе, что тебя уже не садят и не убивают, и ни в дурдом, ни в тюрьму не отправляют пока. Вот этим только изменилось. А по правам, то есть как мы жили, разве мы стали жить лучше? Недавно на работу позвонила женщина такая, старой закваски коми-женщина пожилая. И с такой злостью мне сказала, чтоб ты сдохла вместе со своей партией, фашистка проклятая. Вот это благодарность за мою деятельность. Спиридонов, это ангел и благодетель, а я фашистка проклятая. А как вы думаете, почему все-таки люди воспринимают вас как враждебную силу? Не все, не все. Почему-то считается, что если, например, в Чечне идет война, то это чеченский народ виноват. Если Прибалтика захотела отделиться, это прибалтийцы виноваты, это враги. Если Татарстан, это татары враги. Да нет, нет, это не враги. И врагов из нас делает это же правительство, этот же парламент, то есть это же власть. Кого вы видите президентом России? Из тех, кого нам предложили, я никого не знаю. И ни на кого не надеюсь, но по той же самой системе, что выбрать меньшее зло, я бы выбрала Явлинского. Он, как-то была передача, и его спросили, говорит, неужели вы думаете, что вас изберут президентом? Он сказал, а почему бы нет? Я дам права народа. Если бы мы были государством настоящим, не колонией, когда у тебя увозят все подземные богатства, и даже Сыктывкар не знает, что, когда, куда и почем. Это все известно только в Москве. И эти города не подчиняются Сыктывкару. Если, например, мы с Татарстаном 2 государства, а мы хотим торговать как настоящее государство. Мы Татарстану по дешевке, они нам по дешевке. Оба по дешевке, обоим выгодно. Но ведь так не бывает. Мы торгуем всегда через Москву. Единственные, самые безвредные и что-то обещающее – это Явлинский. Права народов – это все. Для всего населения всех республик это все. Это единственное, с чего надо начинать. Скажите, для кого или ради кого вы работаете сегодня? Для потомков? Еще как для потомков. Когда вымирает Печорский, Усинский, Ижемский район, это точно я знаю, что вымирает там население, скот вымирает. И вся родня моя живет там. Если бы я была последняя, у меня не было детей, у меня никого не было, я бы вымерла, ладно. Но мне надо защищать собственных детей и детей моих детей. И я вынуждена защищаться. Если у нас нет мужчин-защитников, значит, будут защищать женщины. И вообще, я думаю, самое правильное в нынешнее время – матриархат.
что человеку надо. Я часто задаешь этот вопрос в такое время, что и не знаешь на самом деле, что человеку надо. И когда-то у нас в институте курсовая работа была такая, инсценировка по повести Фадеева «Разгром». Вот эпиграфом к этому спектаклю у нас была такая фраза польского фантаста Станислава Ежелец: «У человека нет выбора, он должен быть человеком». И вот я для себя как-то эту фразу так пронес через всю свою жизнь. И, наверное, я где-то сейчас чуть-чуть понял, что же все-таки человеку надо. Это прежде всего, чтобы его любили, это прежде всего, чтобы его уважали и помнили. Вот память о человеке. Вот я смотрю сейчас эти передачи по Первому каналу у Леонида Филатова, чтобы тебя помнили. Вот ты знаешь, наверное, это самое главное. Вот если я у тебя останусь в памяти, наверное, я буду счастлив. Но ты сказал, что еще нужна любовь и уважение. Вот это у тебя все есть? Ну, любовь и уважение тут немножко другое. Тут, ну, любовь у меня есть. Со мной рядом идет по жизни человек, который мне бесконечно дорог, с которым я, ну, не знаю, я не могу с ним никогда расстаться. Уважение тут немножко другое. Тут я не могу сказать, уважает меня или нет. Я не знаю просто. Потому что уважение – это такое чувство, такое расположение к тебе, что его не скажешь просто словами. Или это есть, или этого нет. И вот тут я не могу просто сказать, уважает меня или уважает. Я не знаю. Может быть, уважает, а может и нет. Толя, мы с тобой знакомы с 81-го года. И вот я смотрю на твою жизнь, и она мне напоминает аттракцион «Американские горки» со взлетами, падениями, с немыслимыми какими-то виражами. Это так? Мне иногда кажется, что моя жизнь – это какая-то замкнутая карусель. А иногда бывает такое, что да, и взлеты, и падения. Ты понимаешь, вот дело в том, что когда-то я так вот для себя просто представил, что вот есть ли у меня такие любимые передачи, нелюбимые передачи. А потом я для себя просто определил, что у меня нет любимых и нелюбимых, как для родителей нет некрасивых детей. У родителей все дети красивые. Если вот даже вот, ну, провальная передача, вот я чувствую, что передача идет провальная, все. Но это же моя жизнь. Это моя жизнь. Твой ребенок. Это мой ребенок. Я отдал этому ребенку, я отдал все, что я мог ему отдать. Ну вот не получилось. Ну что ж теперь делать? Была у нас такая передача, мы с Наташей Ленковой делали, называлась она «Три судьбы», и мы хотели проследить три судьбы трех парней, которые уходили служить по комсомольским, тогда еще путевкам в советское время. Вот, они уходили служить в Маканчи, в Восточный пограничный округ. Мы проводили их отсюда. Мы съездили к ним, когда они принимали присягу. Мы поехали к ним через год, когда они уже так, окрепли, уже немножко стали не салагами, а дедами. Вот. Но вот как-то так у нас не получилось эта работа. Хотя для меня эта работа, она является и этапной, и какой-то работой является такой, ну, очень дорогой для меня. Я не могу сказать просто вот почему она дорогой для меня такой является, но она для меня является дорогой. Я очень счастлив, что я встретился с этими ребятами, и познакомился с ними, и вообще познакомился. Вообще я очень люблю армию, и для меня армия – это какой-то особый мой вот, период в жизни. Вы ведь ездили на границу. Да, мы ездили, мы были в Маканчи, это вот, если кто услышит, они знают.
где вот это Тогда была советско-китайская, по-моему, да? восточный, да, это восточный Казахстан. Вот. Вот мы были там. Поговорим о передаче, которая, на твой взгляд, получилась все-таки. У меня получилась передача, которую я делал вот совершенно. Мы ехали, прилетели в Печору, и я был совершенно как белый лист. Я ничего не знал, что я буду делать с этим фильмом. Этот фильм называется «Бара Гортон. Снова дома». На каком языке? Кстати, ты не знаешь, каком языка. Нет, я не знаю, какого языка, но я работал. Я работал почему-то, я попал в какую-то такую обстановку, что мне даже и не надо было знать, какого языка. Я понимал, и для меня как-то это было очень легко работать. Вот, потому что я родился, вырос, до 18 лет я жил в деревне, и вообще деревенский сам. Вот. И когда я приехал в эту деревню, я окунулся в эту атмосферу, и для меня эта атмосфера, она была моей. И, в принципе, там даже не язык был важен. Вот этот фильм, я считаю своей удачей, я считаю, наверное, больше, может быть, и не надо. А может, и надо. Я не знаю. Ты ушел, и в мире стало пусто, и белый свет уж мне не мил. Ну что ж, всегда так было. Два сердца силой не соединишь, и останутся лишь воспоминания о той незабываемой весне. Мы плачем улыбки огня, а холод чавала ланоны, вышогы щемяча, буры дыша. У тебя все-таки, на мой взгляд, очень высокий профессиональный уровень. Ты талантливый режиссер. Почему ты Это кто все-таки... тебе сказал об этом? Это мое мнение. Почему ты все-таки живешь и работаешь в нашей республике, в Сыктывкаре,
У тебя не было желания поехать в столицу? В Москву, Нет, в Санкт-Петербург? нет, ни в Москву, ни в Санкт-Петербург. У меня есть такой принцип: лучше быть первым в провинции, чем последним в столице. Я бы не смог там работать. Я бы не смог там работать, потому что столичная жизнь, она очень опасная. Она может тебя так перекрутить, так завертеть, что ты вообще не будешь никем. А может быть, и будешь кем. Но только переступив через что-то, что в тебе есть. То есть, сломав свой характер, ты можешь на что-то наступить, как-то перекрутиться, перевертеться и быть там первым. Я не хочу этого. Я хочу быть первым здесь, у себя дома. Я для себя эту республику считаю своим домом. Я когда-то в 67-м далеком году сюда приехал, я сказал, это мой дом. И вот я даже когда где-то в аэропортах московских, там других разных всяких, я слышу, объявление идет: рейс на Сыктывкар. Домой. Домой. Удивительная земля Коми. Есть в ней мощный магнетизм любви. Анатолий Дубовицкий родился в селе Инаковка Тамбовской области, но однажды в юности приехал к старшему брату в Сыктывкар и полюбил этот город. После окончания Тамбовского института культуры, службы и работы в группе советских войск Германии, у Анатолия была только одна мечта – жить и работать в Сыктывкаре. Несказанное, синее, нежное, тих мой край после бурь, после гроз, и душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтелая прокатилась во всю страну. Напылили кругом, накопытили и пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Колокольчик ли, дальнее эхо ли, все спокойно впивает грудь. Стой, душа, мы с тобою проехали через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что стало в стране, и простим, где нас горько обидели, по чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было, только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чаду. Но ведь дуб молодой, не разжелудясь, так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорви голова. Эти стихи Сергея Есенина приходят мне на память, когда я мысленным взором пытаюсь охватить жизнь Анатолия Александровича Дубовицкого, режиссера телекомпании «Комингор». Возможно, телезрители помнят его передачи «Город мастеров», «Молодежный канал», «Эстафета» и многие другие, перечисление которых заняло бы у нас слишком много эфирного времени. Сейчас Анатолий Дубовицкий – режиссер передачи «Напротив». У меня, по-моему, есть все. У меня есть удача. Удача, которая мне сопутствует. Я иду по этой жизни, как-то иду, но не настолько тяжело, насколько, в общем-то, хотя последний год меня, конечно, пробил очень сильно. Но я знаю, что у тебя... И реанимацию пришлось пережить. И... Почему ее позвоночник болит? Я вот, может, эпизод такой расскажу один. Что когда мы были на съемках в арктическом погранотряде, это была зима, и вот там, значит, был такой эпизод, нужно было, зависает вертолет, вот, оттуда выскакивают погранцы наши, пограничники, и они уходят туда, вглубь. Вот. И вот вертолет зависает, значит, все.
Мы все это отрепетировали, все сделали, вертолет завис, и все. И я потом ушел оттуда, потому что когда он вот садится в сугроб, это там такая буря поднимается. Вот. И я ушел немножко в сторонку, ушел туда в сторонку, отвернулся так, воротником закрылся. И последнее, что я помню, это мне какой-то удар. Вот думаю, то ли вертолет в меня врезался, то ли черт его знает что. В общем, я куда-то лечу, непонятно куда. Вот. Оказывается, там вот эта вот вертолетная площадка, она была огорожена этими вот такими вот этими щитками. И вот этот щиток мне врезался вот сюда. Позвоночник. Да. В общем, я вылетел оттуда, я не знаю, как мы доехали до Сыктывкара, но потом у меня вот так кстати, вот такое тоже может. Искусство требует жертв, да? Ну, я не знаю, что искусство требует жертв, или мы требуем жертв каких-то, я не знаю. Ну вот я знаю, что у тебя случился инфаркт миокарда, да? Насколько я поняла. То есть сердце у тебя было больное. Тань, это дело в том, что это, понимаешь, это разговор о особом случае, это просто нервное заболевание. Но я это- знаю, что у тебя это по- произошло чудо, кстати. Ты понимаешь, я тебе немножко сейчас о другом скажу, что ты понимаешь, мы ведь люди очень эмоциональные, люди очень непредсказуемые иногда бываем. Вот поэтому, ты понимаешь, вот все это накладывается, потом это как-то все-таки выплескивается. У одних это так, у других это так, у третьих это так выплескивается. Ну вот выплескивается это как-то. Вот у меня выплеснулось так. Вот. Но чудо у меня произошло другое, чудо произошло, то, что у меня врачи до сих пор найти рубец не могут. Куда он делся, я не знаю, но я-то немножко догадываюсь, куда он делся. Это секрет? Нет, это не секрет. Это не секрет, и я скажу, что это чудо произошло благодаря одному человеку, которого мы оба знаем, и я не буду просто говорить сейчас об этом человеке. Вот. Вот она сделала секрет. Я считаю, что это только так. Потому что, невозможно, потому что если медикаментозными какими-то средствами не могли это сделать, я не верю в какие-то чудеса, я не верю в какие-то там эти предсказания разные всякие, для меня, в общем, вот это стало каким-то, что я начал немножко чуть-чуть верить. Вот ты понимаешь, где-то, наверное, все-таки вот какие-то внутренние вот эти вот моторы, они все-таки работают. Вот поэтому я и говорю, что у человека должна быть вера в себя прежде всего. Если ты веришь в себя, значит, ты всегда выкарабкаешься и вылезешь. Предлагаю наш разговор закончить киношным тостом. За успех нашего очередного безнадежного дела. Ты его поддержишь? За успех нашего надежного дела. Вот за это я выпью. Ты знаешь, я все-таки надеюсь, что у нас будет все хорошо, и у нас будет все... Я думаю, что когда-нибудь наша телекомпания «Комикор» будет солидной телекомпанией. Ты не достроил на песке безумно дивный чудный город. Я спешил к тебе, но он, увы, тебе уже не был дорог. Ты забыл бы постепенно обо мне, но я достроил все же твой безумно дивный чудный город. Ты пошел войной на мой безумно дивный мудрый город.
сравнял с песком мой безупречно дивный чудный город. И забудешь постепенно обо мне, а я построю снова мой безумно дивный мудрый город. С головой ушел войной, твои глаза сжирает порох. А я открыл окно, быть может, ты услышишь звуки хора. И забудешь постепенно о войне. Миллионами огней тебя простит мой чудный город. Ты не достроил на песке безумно дивный чудный город. О великом английском писателе и философе Джоне Руэле Рональде Толкиене, человеке, который создал эпопею «Властелин колец» и является основоположником литературного жанра фэнтези, в свое время журналисты говорили приблизительно следующее: в его жилах течет кровь эльфов. И если вы погружались в атмосферу волшебных и удивительно светлых миров этого человека, способного оживлять мифы, то вы, думаю, согласитесь с этой оценкой. Это очень редкий дар — уметь видеть окружающую действительность в розовом свете, не одевая розовых очков. И редко встречаются люди, готовые научить этому умению, поделиться им, иными словами, активно преображающие окружающую нас действительность и мир наших мыслей, качественно улучшающие их. Один из таких людей сегодня в авторском канале — это кинопродюсер, председатель правления кинокомпании «Эскомфильм» Владимир Фотиев. Человек, благодаря которому мы имеем возможность ходить на концерты любимых артистов театра и кино в концертных залах Сыктывкара, других городов республики. Человек, благодаря которому мы имеем возможность смотреть фильмы талантливых, но не кассовых, элитных режиссеров. Человек, благодаря которому республика имеет возможность пропагандировать свое искусство, свою культуру за рубежами России. Иными словами, сегодня в нашем канале «Дворец праздников». Осыпается белый цвет черешен в моем саду. Больше я сюда не приду. Отцветает наша весна, весна, что нас свела с ума, весна, что нас свела с ума. Сейчас сложно говорить о празднике. Касательно кино, то ситуация сейчас очень сложная. Вообще очень сложная экономическая ситуация в России, она сказывается и на кинематографе. Мы соприкоснулись с тем направлением в кино, которое вы сейчас назвали элитным, а мы называем его направлением настоящего искусства в кино. Ведь кино очень разнообразно. Это такая линия, это продолжение линии Тарковского, это сотрудничество с Сокуровым.
Похоронные принадлежности брать будете? Конечно, а кремацию не надо. Покрывало подушечка. Чулки, чепчик кружевной, 30 рублей. Какие? Зачем это здесь? Чулки, чепчик. Для чего это надо? Ну, без чепчика кружевного 23 рубля 70 копеек. Это же мужчина, при чем здесь чулки? Я вычеркиваю. О празднике нам, конечно, говорить пока очень рано. В основе культуры, в основе наших работ мы закладываем основы православной веры. А вера, она позволяет нам работать, даже как бы сложно это не было. Любой экономист или любой чистоплю, если так можно выразиться, конкретно на калькуляторе может доказать невыгодность всех этих работ. Гроб привезли? Я говорю, гроб привезли? Неси, неси. Спасибо вам большое. Судьба так распорядилась. Я и мои друзья, мы все делаем для того, чтобы остаться верны тому пути, который мы избрали. Достаточно назвать такой факт, что на сегодняшний день люди из республики приносят разработки сценариев, краткие содержания идей для производства картин. Там отображены реальные события последних 4 лет, которые происходили на севере. Банк сценариев у нас сейчас приблизился к цифре 800. Положи это. Приятно же. Иди сюда. Вот это вот. Что это такое? Вот это вот, что это? Ну что, как бы, малохольный, что ли? Ну что это? Вот это что такое? Ну что это? Ну что, вот это, вот это? Спасибо вам большое. Слава Богу, хоть один догадался. Вам можно благодарность писать? Я обязательно отдам. Конечно, куда ты денешься? У нас в банке только 8 сценариев по ситуации трагедии вокруг Комибанка. По тому, как разваливался главный банк республики. Нельзя говорить об объективности этих сценариев, но потомки уже потом будут соприкасаться с этим, и, возможно, не дорогие, но, как сказать, телеработы, телефильмы, они реальны даже уже сегодня. Но кинематографическая система, которую мы предложили для республики, она полностью отрицается Министерством культуры. В 2 словах, в чем суть этой системы? В 2 словах, уже сегодня, имея признание в мире, в цивилизованном мире, получив призы на крупнейших кинофестивалях мира, мы получаем предложения по съемкам на территории республики. Их интересует как география, так и история края. Есть сценарии, связанные со сталинским режимом. Есть сценарии, связанные с приключенческими какими-то книгами. Их интересует и тундра, и лесотундра, и так дальше. Для них это выгодно, потому что съемки здесь бы проходили во много раз дешевле, чем там. Но осуществить это очень сложно, потому что эти чиновники, они до сих пор считают, что создание кинопроизводственной базы здесь, в республике, невозможно. Контраргументы сейчас приводить еще рано, потому что все находятся в очень сложной финансовой ситуации. Производство кино в Коми – это чисто производство, значит, коми-режиссера с коми-актерами на коми-языке. То есть вот чисто национальный такой момент существует. Это просто удивительно, ведь я сам тоже по национальности коми, и у нас работают тоже коми-ребята, которые в основе-то своей ставят важность и величие того или иного произведения или автора, или режиссера.
независимо от национальности и языка. Конечно. Искусство не имеет границ. Ну, тапки забыли одеть. Тапки ищи. Зачем тапки? А может быть, Не может быть, а одевай скорее. а может ботинки? Он где у вас лежит? В постели? Или на прогулку пошел? А зачем тогда вообще тапки? Не положено. Есть какие-то границы, за которые переходить нельзя. И от цивилизованности общества зависит, какие границы оно вот в этом механизме ставит. Если говорить о Европе, то там эти границы предопределяются. У нас еще до этих границ далеко. Эти границы слишком расширены. Что вас сегодня больше всего волнует? Вот сегодня, конкретно сегодня. Сегодня конкретно волнует борьба личности за спасение своей души. Это вечная тема, которую раскрывал Достоевский. Не перешагни то, что нельзя перешагнуть, и наказан будешь. Сегодняшняя встреча – сказочная встреча. Здесь сказка все. Сказка, как 14 лет назад в мой дом, вот в эту квартиру, пришла чужая женщина, которую я в глаза никогда не видала, сказала, что зовут ее Тамара Ломбина, что пишет она стихи, и что хотела бы она, чтобы я посмотрела, и, может быть, что я бы с ней начала работать. Стихи были очень плохие. Тамара очень на меня обиделась, это просто было видно по ней и по ее реакции. И мне стало ее жалко, я говорю, ну, может, вы еще что-то пишете, например. Она говорит, да, я еще пишу сказки и рассказы. Я говорю, пожалуйста, принесите. И вот когда она принесла, там был такой потенциал мощный, такой русский народный язык, такая украинская совершенно вот какая-то вотчина в этом русском языке. Я просто с ума сошла, думаю, это же надо в Сыктывкаре, какие люди пропадают. И вот сегодня, мои дорогие, вы, конечно, знаете, что Тамара Ломбина, писательница, член Союза писателей России, лауреат премии России, еще за рукопись вот этой книжки «Берестяная шкатулка с северным сиянием». Сейчас эта книжка вышла в Дедгизе. Конечно, она выходила достаточно долго, но в наше время удивительно, что такие книги еще выходят. Вот этот человек живет в нашем городе. Это наш автор. Вот. И вторая книжка тоже замечательная, «Сказки прадеда Кондрата». Тоже, вероятно, продается в книжных магазинах. Еще она вот есть. Тоже выходила в Москве. Вот. Но Тома пишет не только, значит, сказки, она пишет детские повести, она пишет блестящие детские рассказы. Она, собственно говоря, является автором сегодня всех ведущих детских журналов. Вот, значит, от журнала «Костер», да, вот я могу вам, до альманаха «Девочка» и, собственно говоря, включая журнал «Мурзилку», где печатались Петя Васин и Вася Петин. И я думаю, тот, кто вот выписывал Мурзилку, а все-таки ее многие люди выписывают, вот будут знать, что вот этот вот автор вот сидит перед вами, живет в Сыктывкаре, и что, кроме всего прочего, он еще является удивительным человеком, подвижником русским, человеком, совершающим, вот помимо литературного национального труда, национальный труд просветительский. Вот Тамара создала удивительный добукварь для детей младше, до школьного возраста. Вот, товарищи родители, вы сейчас сидите у себя дома, вот у вас там дети где-то бегают вокруг, особенно молодые родители. Вот, конечно, вы устаете от нагрузки сегодняшнего дня, времени, но ведь ребенок в это время растет. И вы не знаете, как ему помочь. И вы не знаете, как вот, что сказать, чтобы он от вас отвязался, чтобы вам
продых какой-то после работы был, и вообще и муж еще молодой, и себе какое-то время нужно. Но ведь проходит время, у ребенка больше не будет второго детства, и у вас больше не будет большего контакта, чем до 7 лет, когда вот эти связи родительские от колыбели, от материнской груди до школы завязываются навсегда, и именно это мы называем детством. Именно поэтому мы тоскуем всю свою жизнь, как по материнской ладони. Поэтому не пропустите этого замечательного времени. И вот мне бы хотелось сделать вам подарок от имени Русского дома, хотелось бы сделать подарок от имени Союза писателей России в образе нашей сегодняшней гости. И вот послушайте, что она сделала для нас, для всех. Тамара Николаевна, тебе слово. Спасибо. Ну вот Надежда Александровна сказала, что, наверное, у каждого человека должна болеть душа о родине, о детстве, о детях. И не знаю, насколько это случайно, то, что вот когда я пришла 2 года назад в лабораторию ТРИС при Министерстве образования и встретила совершенно сумасшедших, удивительных людей под руководством Байкина, которые с головой, в общем-то, окунувшись... Извините, я вынуждена для совершенно простодушных читателей все-таки снять это вот оттенок слова «сумасшедший», и, конечно, принимать это только за веселую иронию, потому что другие такими делами, вот какими мы все занимаемся, не занимаются. У них просто не хватает ни времени, ни желания. И вот мне было предложено написать новую методику, разработать. И разрабатывая эту методику, я поняла, что мне, как писателю, удобнее это сделать на обычной книге, то есть обычной писательской работе. Ну и так получилось, что эта работа заинтересовала, на мое счастье, московского художника Москвитина, художника, которым, ну, можно сказать, что это действительно современный гений. И Надежда Александровна, вот, которая знает его работы, потрясена. Да, вы знаете, что мы постараемся, мы вообще постараемся в «Хрустальном шаре» рассказывать о самом удивительном в нашей республике. Ну, а если получится и в стране. И вот если у нас деньги будут на командировку в Москву, мы вас познакомим с уникальным художником, о котором практически сегодня весь мир уже знает, а в России знают только избранные. Александр Москвитин, у него работа уже и в Третьяковке, и в «Сокровищнице России», и в альбомах. Это совершенно просто, это про него другим словом, как гений, не говорят. Но тем не менее, о гениях у нас принято говорить тихо и после смерти. Вот поэтому мы говорим при жизни и громко. И вот этот гений будет оформлять книгу нашей замечательной землячки, талантливого человека Тамары Ломбиной, вот этот добукварь, к которому я и привлекаю ваше внимание вот в течение нашего разговора. Мне действительно очень хочется, чтобы рукопись, которая в настоящее время заинтересовала нескольких издателей, и вот московский писатель ее сейчас смотрит, и смотрит роман «Газета» смотрит, и «Ясная поляна», это вот то издательство, которое восстановлено, да, там именно на базе, на той самой, где Лев Николаевич Толстой сам начинал издавать книги для крестьянских детей. И мне бы очень хотелось, чтобы книга действительно стала книгой, потому что книга, наверное, необычная. Я сама понимаю, не потому что я автор этой книги, а потому что я до того, как написать эту книгу, много работала, смотрела, читала. Она необычная. Ты вот сейчас не скажешь этого, я все-таки должна сказать. Вы знаете, она просидела в библиотеках Москвы и Сыктывкара и просмотрела все буквари всех времен. И там 19 века, и 20 века, и зарубежные буквари. Из всего этого сделала нечто свое, не похожее ни на кого. Ну, в общем-то, вы знаете, мне казалось так, главная задача, чтобы ребенок научался всему играя. Вы знаете, что, в общем-то, наверное, самое удачное ваше общение с ребенком это тогда, когда вы с ним играете. Так вот, эта книга – это не учебник, это просто книга, набор игр. И в результате этого набора игр дети учатся читать. В 107-м садике, в Выжженском садике, проходит апробирование, методика это. И вы знаете, я сама с каким-то таким потрясением некоторым, вся наша лаборатория с некоторым потрясением и, в общем-то, с каким-то таким восторгом наблюдаем, как дети 3-4 лет начинают читать, начинают делить слова на слоги, находить звуки в словах. И я очень рада, что этому помогает вот наша методика. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы как можно скорее эта книга пришла в каждый дом. Да.
Вы понимаете, сегодня, когда вот мы смотрим телевизор, вы смотрите, наши дети уперлись в эти американские, бездарные, нечеловеческие, неживые. Единственное, что только, конечно, графически идеальные мультики. Понимаете, а что с душой? А вы посмотрите, кто там герои, какие-то мыши, какие-то крысы, какие-то, я не знаю, там уроды какие-то, без конца какая-то патология. И вдруг берешь книжку нормального человека, с нормальными зверятами, с нормальным языком, с улыбкой. Вот ты никакой не можешь вот игру такой. Вот сейчас давай подарим родителям сразу. Вот что-нибудь просто, помнишь, с пальцами что-то, вот на развитие пальцев, что там это? Да, в книге очень много действительно и всяких игр. Игры не только, допустим, там какие-то развивающие музыкальные игры, но и оздоровительные игры. То есть вот ладушки, где были у бабушки, допустим. Оказывается, народные игры, они были продуманы и по звуковому составу таким образом. И вот ладушки, а в это время вы, то, что мы сейчас называем акупунктурные все точки, массируются, то есть вот хлопками. Когда сорока, когда вы играете вот в эту игру, начиная вот действительно с самого элементарного, вы опять-таки возбуждаете все необходимые центры. Когда вы просто берете фасолинку и фасолинкой водите, допустим, по ладошке ребенку, вы продлеваете ему долголетие и развиваете долголетие, и развиваете речь, и вообще развиваете все на свете, потому что Кант сказал, что рука – это мозг, выведенный наружу. Тут, собственно говоря, дневник на каждый день для ребенка и для родителей, для того, чтобы дневник для развития талантливого человека. И, конечно, товарищи родители, ищите такие книги в помощь себе и своему ребенку, потому что бы ни происходило, как бы ни происходило, более высокой связи, чем мать и дитя, более высокой связи, чем ребенок и отец, на свете пока не придумано. И все начинается здесь, у нас дома. Стався муртів, а ме битте арщавіч, вильпав чужа лым водь в турунен качтером мяса. Думаю, ощущения поэтессы Галины Бутыревой многим понятны и близки. И пробуждение к жизни многие связывают с осенним лугом, пожухшая трава которого – воспоминания о предыдущей весне. Воспоминания. Наверное, они и есть основа жизни. Не зря ведь в народе говорят, надо жизнь прожить так, чтобы было что вспомнить. А чем больше приятных воспоминаний, тем увереннее наша поступь по дороге в завтрашний день. А чем увереннее наша поступь, тем больше приятных воспоминаний. Начало апреля было ознаменовано появлением первых подснежников, но провозвестников другой весны, эмоциональной, солистов шоу-группы Барри Алибасова, Нана, 3 Владимиров, Левкина, Политова, Асимова и одного Вячеслава Жеребкина, с которыми вы встретитесь в следующем выпуске канала в авторской рубрике Михаила Львовича Герцмана «Взгляд изнутри». А сегодня, завершая канал, мы поделимся с вами весенним настроением, которое подчеркнули на концерте легендарных нанайцев. Парень был кудрявый, почини сапог дырявый, было Димке пары пустяков. Он сапожник был умелый, и любил он это дело, но была еще сильнее любовь.
Фимка музыку услышит, подлетал он выше крыши, рисовал ногами вензеля. Фимка забывал про гвозди, а в глазах горели звезды, и качалась пьяная земля. Фима, 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 Фимка, браво, Фима, ой ты, Фима, жук, ты, Фима, бог. Фима, что такое? Фимка, у тебя не 10 ног. Фима, Фима, вал, 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 ё, вал, 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 ё, вал, 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 ё, вал, вал, вал. Практически получается каждый день новый город. Спим мы в автобусах, в поездах, в самолетах. Ну как, грим спасает. Уже ездим больше недели. Третий раз только за это время селяемся в гостиницу. Успели помыться. Ничего, нормально, нормально. Это такая цыганская жизнь, как бы в кибитке там. Тут в порядке. Полюбил наш Фимка Дору, третья дверь по коридору и крутые кудри по плечам. Он чинил ее сапожки и вздыхал: ах, Дора крошка, я по вам скучаю по ночам. А потом родились дети, накормить, обуть, одеть их, молотком ударишь сколько раз. Фимка, стоп, жена сказала, мужа к стулу привязала, и сердились вишни жгучих глаз. Фима, 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 Фимка, браво, Фима, ой ты, Фима, жук, ты, Фима, бог. Фима, что такое?